Доброго времени дня. Я Дед Мороз. Зима пришла, и работы у меня стало очень много. И чем я только не занимался. И лед колол для городка, и детишкам конфеты раздавал, и снег чистил, и главную елку ижевскую украшал. А сегодня я специально пришел к вам, чтобы поговорить и узнать все ваши секреты. Скажите, как проходит ваш декабрьский день? Во сколько вы просыпаетесь? Просыпаюсь, как обычно. Встаю, готовлюсь и иду к деткам. А сколько занимает подготовка, чтобы войти в роль? Вот мне-то готовиться не надо, ведь я Дед Мороз. Вот уже в ноябре в гидромедцентре был, узнавал, когда первый снег будет, до сани готовил. Но это же надо полностью переодеться, загримироваться, чтобы детки поверили, да и взрослые тоже должны поверить. Ну, времени немного, мы же профессионалы уже. А кто вам помогает с подарками? Чем вы удивляете ребят? Вот раньше-то просили кукол да машинки, а сейчас им гаджеты подавай и роботов. Да, сейчас, конечно, времена другие настали. Смартфоны, самые любимые, наверное. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, немножко огорчительно. Но когда дарят квадроциклы, тоже хорошо, приятно бывает. Да, сладкие подарки всегда тоже бывают. С удовольствием детки принимают. А на взрослые праздники вы тоже приходите? Очень много. Взрослые, оказывается, хотят больше, чем дети, окунуться в волшебство, в детство и стать такими же маленькими и счастливыми. А как давно вы Дед Мороз? Уже 25 лет. А сколько детских стихов вы знаете? Вот если девочка или мальчик забыли стишок, чем они вас удивляют? Танцами или песнями? С самого детства я помню одно замечательное стихотворение Агнии Барто в защиту Деда Мороза. Его мало кто знает, но когда читают, я очень радуюсь. Дети, конечно же, бывает волнуются, бывает забывают стихи, мамы, папы помогают им. А если есть какие-то еще таланты, они могут сыграть на музыкальных инструментах, могут действительно станцевать что-то. Все поощряется, все идет в зачет. Скажите, а в детстве вы сами хотели стать Дедом Морозом? Наверное, нет, я вообще не мечтал. Я занимался футболом и учился математике. Скажите, а вот сейчас вы Дед Мороз, вы не устали быть Дедом Морозом? Каждый раз перед новогодней кампанией думаешь, вот это ж сколько надо сил. Но когда выходишь, и детки, и взрослые такие счастливые становятся после наших вот общений. И энергию обратно тебе возвращают, даже больше. Поэтому усталости не бывает. Я вообще считаю, что это самая лучшая роль Дед Мороз, потому что она приносит абсолютное счастье всем. Счастье настоящее, волшебное. Все верят в этого чудесного персонажа. Скажите, а что вы пожелаете жителям Удмуртии на Новый год? Прежде всего, здоровье. Здоровье, здоровье. А мира и спокойствия у нас будет. С Новым годом! С новым счастьем!